12 часов следующего дня выезжаю из Уснеры. Значит, залатал мне 2 латки на 2 разных колесах. И дал еще одно свое там, которое подходит, чтобы его можно было повесить. На самый-самый крайний случай. Сейчас мне нужно хотя бы эти 900 километров, 950 километров проехать до Нижнего Бестяха. Возвращаюсь с Уснеры. Не знаю, что здесь произошло. Здесь кто-то, наверное, вылетел через лоб, а эта машина сгорела. Ой-ой-ой. 784 километр трассы. Ну, фактически меньше 100 километров до Уснеры. Восточнее. О, на западнее, наоборот, восточнее говорю. Западнее Уснеры. То есть по направлению к Якутску. Заехал я сюда очень легко. Просто очень. Трасса Лена прошел безо всяких яких. Потом доехал до Ягодного. А Ягодное — это 1500 уже трассы Колыма. И только когда стал ездить по боковым дорогам, все эти бывшие лагеря смотреть там или еще какие-то дела, вот, сразу начались проблемы. Поехал тогда я в Ягодном уже на серпантинку, нормально, а Эльген 2 прокола сразу, и пошло и поехало, блин. Вот сейчас еду, он там 3 колеса маячит, но на самом деле одно колесо требует такого, как сказать, внимания. 2 других, они больше как по ошибке. Этот, как сказать, сенсор или датчики давления, они, ну вот в такой ситуации, когда колеса есть такие ранитые, они начинают дурковать и могут показывать или неправильное давление, или еще что-то. Это уже после Брюнгадинского перевала. Вот что они делают с дорогой. Значит, я еду по той части дороги, которая старая, еще проезжая. Сейчас они перевернули все вверх дном, и теперь люди будут ехать и прокалывать колеса. Время без 15:12. Корабли пустыни. Это вот такая хрень остается после каждого корабля. Он за ним второй корабль идет. Сейчас мне случайно попался попутчик. Он ехал в сторону Якутска. Помог мне с ремонтом моих колес. У него есть в машине, как у всякого нормального профессионала, компрессор. А с компрессором это дело делается намного ловчее. Вот это так называемая Кюбюме.
731 километр трассы Колыма. Забита стоянка. Здесь есть кафе. Единственное между Теплым Ключом и Уснерой. Ну, может быть, кроме этих вахтовых поселков. И самое главное, здесь есть бензозаправка для простых смертных. Все очень скромно. Кафе Куба. Вот там. А заправка здесь вот, где эти бочки стоят. Это я подъезжаю к повороту на Тамтор. Мост через реку Кубюме. Там ледяное поле есть. Лед до сих пор не растаял. Сегодня закончилось 20 июня. То есть вот они, цифры. 23:59. Последняя минута 20 числа. А это знак Тамтор 156, Хандыга 318. Хандыга — это там, где близко паром. Там паром еще, наверное, километрах 40 или, может, в 50. Горы до сих пор в снегу. Там прямо по курсу, где дорога уходит в небо, там больше всего снега. Сейчас еду через строительные работы в районе Заячьей петли. Здесь они все кардинально поменяли. Что можно перерыть, перерыли. Что можно убрать, убрали. Это лед. В прошлом году мы ездили, ну, кто ездил, нижней дорогой, а в это время вот здесь они нагребали, привозили, выгружали. Это место лучше проезжать вот в такое время, когда поменьше пыли, когда поменьше других машин.
здесь, и без убаюкивания уже спать пора. Время 1:32 местного времени якутского. А из того времени, которое я приехал, там уже 2:32. Это время Усть-Неры. Убаюкивающее движение. Теперь переезжаю реку Ситорым. Здесь раньше была и водная переправа. Вон там, может, остались какие-то хвосты от прежних времен. Сейчас уже все переиначили. В прошлый раз мне запомнилось это место, потому что в реке стоял большой груз. Колеса в воде. Я не знаю, для чего он это сделал. Может, чтобы никто не мог подойти к машине. Ну что, я сейчас уже приблизительно 640 километр или 640 километры трассы Колыма. С правой стороны выползает настоящая историческая дорога. Среди каких красивых камней. А здесь дорогу понаделали, так что она галышмя. Проснулся после 8 часов, редкий случай. Спалось хорошо. Сейчас я в районе Заячьей петли, но уже ближе к Якутску. Недалеко. Нашел первое место остановиться. Доехал, наверное, до этого отдыхалочного места часам к 2 ночи. До 8 спал, это нормально. Сейчас у комаров, видимо, или пересменка. Не кусают, не летают. Редчайший случай. Число 21 июня 23 года. Где-то за деревьями шумит река. Транспорт пока еще не ездит. Все просыпаются немножко с опозданием. Включая комаров. Приближаясь к самому красивому месту всей трассы. Это 591 километр, на котором черный прижим, мост через реку Никунья. А сейчас еще 604 километр. Мне пришлось в прошлый раз, когда ездил, спать на этом месте в дождь. Ночью дождь листал, потом я на утро поехал, река сходила с ума.
Опасная зона. Пока что самое опасное — это дорога. В эту зону, где раньше прижимы были, действительно прижимы, что одна машина кралась по козырьку, а сейчас стесали они. Я 30 еду, только я еду 30-40 почти постоянно, чтобы не пробить. А вот это совсем ни к чему мне. Пыльник. Все, выезжаю на мост. Сделано красиво, но очень опасно, просто очень опасно. Ведь на таком повороте ни одна машина, если тормоза откажет, не сможет остановиться. Этот бортик, он так вынесет все на свете. Теперь мы поедем в гору мимо черного прижима. Это сейчас я еду 591 километр трассы. Без малого 6 сотен еще ехать. Ну, 5 сотен до асфальта. Асфальт все-таки уже дает как-то больше уверенности, что доеду.
огрызок старой дороги остался слева от вот этой скалы. Вон там. Такая она была прежде. Там впереди, где-то в километре, это желтый прижим. Странная ситуация. Обычно меня обгоняют все, кому не лень. А сегодня почему-то не так. Сегодня еще никто не обогнал меня. В этом месте река может подмыть берега. Как раз поворот в эту сторону, в сторону дороги. Повесили сетки на склоны, чтобы сыпалось туда, под них. Вот какие накопители.
На обратном пути я остановился у Шаман-ручья. Вода здесь, оказывается, просто волшебная. Вот сколько я здесь торчу уже, наверное, больше 10 дней. Не портится ни вкусом, ничего, ни хлопьев. Вон люди оставляют денежку в благодарность за то, что шаман пускает в свои владения. Место выглядит вроде заболочено, но вода просто чудо.